Специальная комиссия по мониторингу цен в первую очередь направляется в овощной отдел. За последнюю неделю стоимость многих овощей значительно выросла, особенно на лук и морковь. А вот цена на капусту сохранилась на среднем уровне – 25 рублей за килограмм. Цены изменились. Мы видим, что рост у нас идет на лук, который растет у нас, в принципе, с самого начала этого месяца. Если в прошлый нас выезд лук стоил 57 рублей, то сейчас, по крайней мере, на этих ценниках он у нас 80 рублей. Морковка 45 рублей, последняя зафиксированная у нас цена стояла 40 рублей. Насколько это тенденция и как эти овощи себя поведут уже после мархажа, будем смотреть на следующей неделе. Нам в любом случае осталась только одна неделя. Магазины закупают товар в соседних регионах. Там традиционно в праздники повышают цены. Администраторы торговых точек говорят, низкие цены сохранились на прошлый завоз. Новые продукты приходится закупать гораздо дороже. Меня ваши цены устраивают? У вас в магазине они неплохие, но вот лук 80 рублей. Почему? Такой дорогой, потому что мы добавляем очень мало. А вот сколько приблизительно? 6% только добавляем. Это тенденция для всех социально значимых товаров у вас? Что такая наценка маленькая? 6%. Ага, ну хорошо тогда. Ну, а лук только последний не только такой был. А вот вы где закупаете овощи? Ну, мы стараемся в Каде, в Нальчике. Ага, это рост цен фиксируется у нас в первую очередь там, да? Да. Цены на помидоры сохранились. За килограмм просят 285 рублей. Она укладывается в среднюю стоимость по республике. Яблоки, которые входят в список социально значимых товаров, стоят от 100 рублей. В зависимости от сорта цена также не повысилась. Далее специальная комиссия направляется на центральный рынок Назрани. Здесь в эти дни не протолкнуться. В первую очередь проверяющие обращают внимание на отсутствие ценников на овощи и фрукты. Поставьте ценники, да, для людей. Они подходят, да, не видят цену. Тем более у вас, да, дешевле, если вы говорите правду, да, если у вас дешевле продукт. Люди не знают, да, за какую продукцию. Хотя бы цены у вас должны стоять. Цены здесь разные, но значительно выше, чем на прошлой неделе. Курица раньше до Рамадана стоила в среднем 350-400 рублей. Сегодня все 500. Овощи также на рынке изменились в цене. Мы в течение этого месяца еженедельно проводили рейдовые мероприятия, отслеживали ценовую ситуацию на территории всей республики. Вот сегодня вернулись опять в Назрань. И если сравнивать, например, с началом месяца, то рост цен на фрукты и овощи у нас, конечно же, есть. Это на некоторые овощи и фрукты рост доходит до 20%. Если брать фрукты, то это наша вечная проблема. Последняя неделя фрукты, особенно те, что у нас закупаются для праздничного стола, они у нас растут в цене. Мы, конечно, как ведомство проводим рейдовые мероприятия совместно с Минпромом. Выезжаем на рынки наши, на торговые точки. Конечно, в торговых точках чуть дешевле, чем на рынке. В основном, да. Минсельхоз также проводит ярмарочные мероприятия. Вы все, наверное, в курсе, что в месяц Рамадан проводятся ярмарки с начала месяца и до конца месяца проводятся ярмарки. Во всех районах республики у нас проводятся ярмарки. Если, конечно, сравнивать ярмарочные цены с рыночными, они, конечно, в разы ниже. Наше управление Роспотребнадзора смотрит за качеством реализуемой продукции. То есть мы смотрим, соблюдаются сроки хранения, условия какие хранения, да, и какая продукция для наших потребителей реализуется. Нарушения есть? В ходе нашего рейдового мероприятия, конечно же, есть нарушения у нас. Мы делаем замечание, то, что там отсутствуют ценники на некоторые продукты, там даже вот мы видим, да, кондитерские изделия, торты, там отсутствует маркировка, да. И мы хотим рекомендовать нашим потребителям, нашим гражданам, чтобы воздерживаться от покупки от подобного рода сомнительных продуктов. Бьет все рекорды цена на ананасы. Еще на прошлой неделе он стоил 280 рублей. Сегодня его оценивают в 600 рублей. Рина Цычоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.